Значит, вы находитесь в музее Южно-Сахалинской наступательной операции. Наш такой маленький музей. Он создан в честь именно вот этого одного боя, вот этой войны, которая длилась 5 дней. С 11 августа по 16 августа 1945 года. Вот он наш герой Леонид Владимирович Смирных, в честь которого назван наш район. Он родился в городе Челябинске в 1910 году. Его родители, учителя, погибли, когда ему было 10 лет. И его подобрали кавалеристы, отряд кавалеристов. Он был сын полка. Вот. И потом он дорос до чина капитана. Вот. И он жил на Сахалине. У него был 179-й стрелковый полк. Его очень, на Сахалине много было его бойцов, его, ну как сказать, солдат, которые его тут хоронили на Сахалине, когда он погиб. Мы к этому месту поднимемся, посмотрим, где он погиб. Вот. Вот туда дальше пройдем, вот сюда. Вот еще у нас один герой Советского Союза, Антон Ефимович Буюклы. Вот эта вот экспозиция рассказывает о его подвиге. Вот он прикрыл своей грудью вот это окошко, которое изрыгало из себя пули. И вот этот ЗОТ стоял в таком месте, куда не могли пройти наши бойцы. И вызвались 2 бойца, Дубинин и Буюклы. Вот этот боец погиб первым, потому что ему пришлось вызвать огонь японцев на себя. Они сидели как бы вот в мертвой зоне. Тут вот наша артиллерия стреляет, а отсюда японцы. И Антон Ефимович Буюклы, когда Дубинин на себя огонь вызвал, то он смог проскочить и щитком прикрыть, и своим телом прикрыть вот эту вот вражескую амбразуру. Экспонаты у нас все оригиналы. Даже вот этот вот пулемет, он с 42-го года. У нас все экспонаты оригиналы. Пойдемте в тот зал, пройдем. Вот эти все экспонаты найдены в сопках, в местах боев. Ну, помещение у нас очень маленькое, и мы разделили как бы на 2 части. Вот это вот наша 79-я стрелковая дивизия, а вот это вот 88-я пехотный полк японский, который базировался на нашей территории. Ну, как-то вот так. Если немножко рассказать об экспонатах, то много экспонатов жизни и быта японцев. Мы поедем в городок Катон, это Победино, а мы с вами находимся Кетон, это гражданский городок. И японцам, когда сказали, предупредили их за 3 суток, что через 3 суток мы на вас нападем. Ну, местное население спешно эвакуировалось, они думали, что они вернутся, они убегали куда-то в сопки, а весь свой скарб они закапывали, прятали в землю. И люди до сих пор находят предметы быта. Ну и военные предметы, поскольку здесь были жаркие бои, то предметы военной поры тоже у нас есть. Может, присядете, я вам покажу, вот какие. Мы туда не сможем подняться, у нас там такие доты в полосах. У нас 2 туристических маршрута вдоль дороги по 50-й параллели, и в сопки надо подниматься. Но сейчас уже, поскольку снег лег, то мы туда не пройдем, наверное, я думаю. Да и не стоит, там 7 часов путешествия. Таскали на себе пулеметы, я вот покажу вам фотографии, все. А у японцев, ну вот эта станина, сам пулемет в той экспозиции, где Антон Буюклы. Ну, если, например, бой начинается, они снимают это с лошадки, бой прошел,
Они опять это на лошадку. И очень много находят подков. А, это седло, как бы седло. Да, это седло. И вот там седло для вот этих вот, смотрите, для вот этих вот снарядов. Да, вот эти снаряды. Вот сюда вот так цепляли и так. А вот сам по себе этот ящик очень тяжелый, не поднять. Ну, лошадки возили. И дети приносят очень много подков у нас в музее. Они говорят, почему? Я говорю, ну вот лошадки тоже воевали. А лошадки наверняка были в Якутии. Японские. Возможно. Вот, кстати, с Якутии тоже были бойцы. На том фронте, где произошла победа 9 мая в Берлине. Вот эти бойцы в основном поехали домой. А к нам сюда приехали бойцы, солдаты из Забайкалья, которым было 17,5-18 лет. Так что вот так. Нашим травище вот такая высокая, и нашей авиации было вообще-то не видно. А у них же еще были подземные хода, по которым они перемещались под землей. Вот посмотрите, это видно, ну, приехали ученые рыбоводы с Владивостока. У нас же тут 2 рыбоводных завода. Один в Победино, а другой в Буюклы. И сидят ученые. И я думала, вот это вообще на фотографии осыпавшийся окоп. Я думала, это корни дерева, вот. А этот ученый рыбовод, а он когда-то в молодости учился на антрополога. Ну и судьба так распорядилась, что он работал в рыбной отрасли. Он говорит, нет, это не корни дерева. У нас же вода близко, и корни не идут вглубь, а они вот так вот по поверхности и мелкие, потому что если вглубь корни пойдут, там вода и деревья сгниют. Это, говорит, лежит человек. Я говорю, да ну. Он говорит, да. Вот, говорит, смотри, вот они руки. Голова у него на самом деле оказалась прибита бревном. Вот грудная клетка, позвоночник, а ноги у него засыпанные. Ну, его на самом деле уже вытащили потом, когда... И причем там темно на самом деле. Это я руки просунула, фотокамеру просунула, сфотографировала, и уже дома я увидела вот это. Ну, потом там еще покажу, вернемся. Вот это вот вышка построенная. Тут вот жил богатый лесопромышленник, и угодья его назывались Тембошо. Он обозревал свои угодья. Но и когда японцы поняли, что у них отберут рано или поздно царскую территорию России, принадлежащую России, они этого лесопромышленника отселили сюда, в Смирных, а там потом в Сопках был японский штаб. Но мы туда не будем подниматься. Под землей помещение. И вот таких вот вентиляционных шахт. Идет народ там по своей надобности. Кому грибы, кому ягода. Раз наткнулся, раз наткнулся. Это вот очень много таких вот у нас в Сопках. Вот посмотрите, тоже тут на самом деле темно. Это подземный ДОТ. И тут написано Романов 14.09 там 1945 года. Вот удивительно, что у них была отличная дренажная система. И там сухо. Вот у нас, например, когда сезон дождей, влага такая, на стенах аж влажно, это бывает август, сентябрь, а там сухо. И вот это говорит о том, что когда закончилась наша 5-дневная война, пошли похоронные команды. И тут как раз вот 14.09, 14 сентября. Война была стремительная, и погибших бойцов не хоронили с почестями, их прикопали там в воронке где-нибудь. Поставили вешку, отец-командир на карте отметил, что тут погибли такие-то бойцы, и пошли в наступление дальше освобождать Сахалин. А похоронные команды пошли вот сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну и, как сказать, наших боевых 100 грамм никто не отменял. Работа у них была очень тяжелая, уже было холодно, вот такая пора, и снег с дождем. Обычно у нас вот 7 ноября уже снег лежит. В октябре у нас снег с дождем идет. И вот в это время им приходилось выкапывать наших бойцов погибших. Ну и боевыми 50 граммами не ограничивались. Они свою работу выполняли очень плохо. Бойцов они искали плохо, но они были пьяные просто-напросто. И даже хотели подвести нашу похоронную команду под трибунал, что они плохо свою работу делают, но их переубедили, что не надо этого делать. Но с тех пор находят, вот благодаря вот этой вот их такой работе, находят очень много наших бойцов до сих пор. И японских бойцов очень много
Сейчас их различают не то, что там сопутствующие предметы, там у них какие-то пуговки. Вот наши бойцы, нательное белье, они на завязках было, а у японцев было на пуговках. И там какие-то где-то погоны, где-то, ну как сказать, оружие. И отличали раньше, что вот по предметам, где это наш боец, а сейчас их различают даже по составу кости. Вот настолько у них было специфическое питание, вот морепродукты, рыба. И вот сейчас уже в легкую определяют по составу кости, наш это боец или японский. Ну вот, пошли дальше. Вот они пошли, подземные сооружения. Тут вот так прикреплена вот эта лампа. Она там в витрине есть. Это вот не швабра, это вот лаги, остатки от пола. Вот они под землей пошли, подземные. Тут, видимо, печка стояла. И у них были склады с предметами быта, с оружием, с едой. Потому что они уходили, когда, ну, как говорится, на вахту, они уходили на 15 дней. Но если вот эта граница, там, естественно, были склады с боеприпасами. Вот. И поисковики нашли склад с рисом. Ну, рис, конечно, сгнил. Но быстренько, дорога хорошая, через 4 часа они были в Южном, в лаборатории, им сказали, что это рис. Еще они нашли склад с обувью японской с 36 по 42 размер на правую ногу. Это говорит о том, что у них присутствовало воровство, и вот там находился склад с обувью на правую ногу, а километра через 2 находился склад с обувью на левую ногу. И карта была у их командира. Как-то вот так. И наши бойцы нашли склад с обувью на правую ногу. Это вот окопы мы нашли такие глубокие. Вот видите, вот отсюда вот он вытаскивает свою винтовку Арисака, вон она в витрине, и стреляет. Ему прекрасно видно наших бойцов. Это вот другое такое же вот подземное бетонное сооружение. Вот пошли туда ступеньки. Вот так вот они изнутри смотрели. Вот еще артиллерия. Это вот все в наших сопках. Вот так вот они настолько. Вот как раз дзот. Это вот та экспозиция, где Антон Буюклы. Вот он, этот дзот. И вот сейчас дойдем. Вот подождите, дойдем. Так. Вот еще один пошел подземный ход. Вот он, этот боец. И вот смотрите, вот я сюда шла, я вижу, руку-то засунула, я вижу, что там пустота. Голова не пролазит. Да я бы ничего не увидела, там темно. Там же нет освещения, ничего. Ну и вот тоже взяла фотокамеру, вот просунула туда руку, сфотографировала. И вот то, что я вам показывала, вот он, этот боец, вот. Вот тут лучше видно руки его, да, вот грудная клетка, спина, вот тут ноги. Ну вот как-то вот так. Рукавички. И вот это вот алюминий, он прикипает как бы немножко к этой вот каске. Потом зачищаешь все это, потом еще накладываешь заплатку. И вот так отреставрировали. Нашли вот эти вот, смотрите, лепестки от подшлемника тоже нашли. И завязки, ну, сделала из старой простыни. Я ее в луковой шелухе поварила, чтобы было более-менее. Но она была вот именно вообще убитая, как вот я вам на фотографии показывала. Вот винтовка, ее отреставрировали. Здесь, значит, приклад был, как, ну, в оригинале, из дерева бука. Ну, стала я искать. И привозят мне в музей эти предприниматели с юга. Народу много едет. Ну, я пожаловалась, что нигде не могу найти вот это вот, чтобы как оригинал было дерево, вот это бука. Притащили предприниматели огромное, как бегемот, кресло старое. И я смотрю и говорю, зачем это? Они говорят, ну, это тебе соберешь. И вот как вот у них было вот с этого дерева приклад, так вот мы и сделали. Вообще было найдено только единственный вот этот вот... Коробка подствольная. Да. А потом остальное, все вот эти вот запчасти мелкие, мы шли и просеивали просто-напросто ситом, чтобы все найти до последнего винтика. Это все оригинал. Понимаете, вот все это найдено с поля боя. Вот так же вам говорила, приехал японец, ага, это мой предок Кахаха, отдайте вот этот лепесток. А лепесток одевался вот, ну, на подшлемник вот так.
Вот. И они все не в таком состоянии. Они были на самом деле ржавые, гнилые, никакие. Вот все это вот так вот реставрировали. Вот. Вот этот вот... вот эту саблю дарили, там у нас в Орловке деревня, где были богатые японцы жили. И вот 10-летнему мальчику, когда ему исполнялось 10 лет, ему дарили ну, вот эту саблю. Ну, значит, он становился уже... Катана, да? Да, он становился уже взрослым. Вот идите сюда. Вот она, вот эта вот коричневая чаша смертника. Ну вот я не знаю, у нас нашим бойцам давали спирт или водку. Вот. Но у них их спиртной напиток саке 70 градусов был. И вот если ему давали вот это просто чаша, вот это вот под соусы разные, мелкая посудка, а вот это чаша смертника. И очень много, и вот к этой фляжке тоже они имели виды на эту фляжку. Отдайте нашу фляжку нашего прадеда. Он тут погиб, он тут не найден. Дайте типа того, что хоть память будет о нем. Вот. Тут у нас есть на западном побережье городок Амбицу был, японский. Там находились угольные шахты. Рабочими, ну как, были корейцы. Они вывозили с Кореи рабочих. Сами японцы были господа, они физически не работали, а трудились корейцы. И вот там, где уголь, там сопутствует и золото. И вот они золото, опий тут вот это взвешивали. Это вот мы нашли в городке Амбицу был. Вот очень много предметов быта. Вообще фотографировали все процессы. Вот смотрите, вот тут вот боец наш погиб, да, и, ну, вот уже видите сопутствующие предметы, ботинки, вот они в той витрине, и вот это вот как палка, вот вон там, это винтовка Мосина. Видимо, боец только получил ее, он ее как держал, ему в спину выстрелили, он как упал. Вот. Но эту винтовку, ее как бы вот так отбивали потихонечку. И видите сухое место, он попал, видно глина была, и в глине прекрасно вот это все сохранилось. Вот. И я хочу сказать, вот этот вот кухонный нож был, на самом деле он был только сама железная часть, все сгнило, это мы все отреставрировали, воткнуто в череп, в голову человека. Это говорит о том, что бой шел не на шутку, там в ход шло. Вот это вот боевые серпы, у них все было оружие. Вот там вот лежит обыкновенный серп, которым косут, это, траву косить, а вот это боевые серпы. Вот. Этот намбу пистолет японский офицеров был, он очень некачественный. Архитекторы там или кто у них изобретатели этого оружия не учли, что если туда попала какая-то соринка, песчинка, то происходил самострел, и они очень много сами себе отрывали руки, ноги и прочее разное, и выбивали глаза. Так, идем дальше. А вот маска... Кендо. Вот, кстати, в 49-м году поселок Смирных загорелся с 4 сторон сразу. Это была диверсия. И они уходили, жили вот в этих подземных, почему, сооружениях. Они могли жить и жить и жить, потому что там были склады с едой. Вот. И они тоже партизанили. И одномоментно подожгли с 4 сторон. Этот целый городок был. Тут находилось очень много воинских частей. И гражданское население спасались в реке Орловка. Она была очень большая, глубоководная. По ней сплавляли лес. Но в советское время лес-то вырубили, и речка мирила. И людей спасали наши солдаты, бойцы. Люди стояли вот так по горло в воде. Но все вот так вот полыхало вокруг. И я по поводу занятий кендо, вот они вот партизанили тут на нашей территории. Точно так же горел город Поронайск. Вы в Поронайск будете заезжать? Будем. Вот. Там такой целлюлозно-бумажный завод был. Ну, это я по ходу вам уже расскажу нашей выездной экскурсии. Насколько тяжелая вот кендо? Тяжелая? По весу. Тяжелая. Да, она тяжелая. А, ну, а сзади шло вот такая вот накидка у них. Но они, у них были копья, они могли пойти, если у него нет оружия, у него было из лиственницы кол такой длинный, вытесан. И вот. Это борьба на палках. Да. Так, идем в ту половину. И вот что хочу сказать, японцы, они такие страшные националисты,
Они в нашу половину никогда не заходят. Приезжают наши туристы, они туда-сюда разбежались, им все интересно. Японцы только на свою половину. Вот смотрите, вот наши, у японцев, видите, звездочки тоже на касках, и тоже красные были, и желтые. А вот наша, ну, во всех фильмах со времен войны, и там вот на слайдах, я вам не стала акцентировать внимание, были нарисованные звезды. Вот как вот смотрите, я не стала реставрировать Леонида Смирных. Вот на ней видно, вот так, если глянуть, идите сюда, подойдите. Отсюда видно, красная звезда нарисована, да, на каске. Вот наши вот такие. А у японцев тоже вот они были выбитые. Так, пошли. Вот она, эта винтовка Мосина, наша снайперская винтовка. На 50-й параллели будем, там памятник, он как раз в виде вот этого вот нашего трехгранного штык-ножа. Вот. Ну, вот это тоже за 42-й год ППШ пулемет. Ну, тут, конечно, боек спилили, а у пулемет Максим, там ствол залили свинцом. Раньше там вода заливалась, охладитель. Ну, как-то вот так. Ну, это вот нашли уже сейчас, современное, отреставрированное. И вот оно вот так. Вот они, эти вот снаряды, которые я вам говорила детям. Ну-ка, подними-ка пару раз. Вот они вот такие. Он один 16 килограмм весит. Вот они, ботинки этого бойца, который там на фотографии. Вот ножницы нашли, смотрите, они были вот на фотографии такие ржавые. Отреставрировали их так, что они прекрасно режут. Это вот на нашей территории. Но вот этот поселок, село Анор, где вы были, со времен каторги, там, значит, работали рабочие, ну и ковшом экскаватора загребли землю, оттуда посыпались утюги старые, видать, и вот эти ножнички были. Видимо, там располагался портной. Оно все в музее находится. Ну и начинаем блюсти. У нас располагался со времен войны 528-й истребительный авиационный полк. У нас такие были бравые летчики, такие красавцы, охраняли нашу границу. Они даже переходили вот в стратосферу. И вот летят, например, 3 самолета, ну, Спарка, как называемая, да, 6 самолетов. И вот они летят, а потом бах, такой хлопок, и их нету, они вверху. И вот они вот в таких вот выходили вот, как раз вот, так сказать, в космос. И из них, вот когда закрыли воинскую часть, и каждые 5 лет эти летчики приезжают к нам в музей. Ну, не каждые 5 лет, музею-то всего 9 лет было. Но они часто приезжают. И вот они, когда собираются, и я смотрю на них, вы понимаете, как вот судьба изменила жизнь людей. Многие из них состояли в отряде космонавтов. А тут бах, часть закрыли, и вот их расформировали туда-сюда, и вот. И у них столько, когда я им начинаю рассказывать про их части, и они вспоминают, привозят фотографии, вот у них прям слезы в глазах, и мне до того жалко этих людей. Ну вот так вот жизнь бывает. У нас свой был еще живой, в 90-х годах умер герой Советского Союза Кайдалов Константин Потапович, вот оно. И вообще был такой боец. В общем, наш район был очень богат вот такими ветеранами, которые освобождали Сахалин. Вот у нас, начнем с того, что у нас экспедиция называется «Пути великих свершений», 75 лет на Сахалине. Мы знаем, что в Дальнем Востоке места, где были бои, это только Сахалин. Больше нет. И поэтому в следующем году, вы знаете, 75 лет Победы, поэтому вот решили мы приехать. И у нас вот документалист, писатель, член Союза писателей России, драматург, кинооператор, режиссер Семен Ермолаев, доктор медицинских наук Григорий Егорович Борисов, Русское географическое общество, Владимир Петрович Николаевич, мой заместитель, начальник экспедиции, Дмитрий Иванович Аргунов, это начальник управления управления культуры Мегано-Бенгаласского районного ВУЗа нашего. И у них земляк Винокуров Дмитрий Прокопьевич, который знаменитый вот в Сахалине, во время японцев жил. Вот они как раз сегодня по-ранайски, мы должны успеть. Ко скольки вам Парнас? Надо где-то 1,5 быть.
Так, и Юрий Анатольевич, наш главный снабженец и главный бухгалтер, оператор Дмитрий и я. И поэтому вот здесь все они есть. Цель, задачи экспедиции есть. И это дело возглавляет наше представительство, которое находился 27 лет в Хабаровске. В этом году мы переехали в Владивосток. Это вот Понятно. чем мы занимаемся. Тут все есть, так, мы занимаемся... Электронная почта есть? Все есть. Все есть, Так, ага. книга до сих пор. И 9 лет назад начали работать по проекту. Проекту «Пути великих свершений» называется. И она как бы получилась так, что мы начали работать с историей Якутии. Но получилось так, что она стала историей систематизации истории Дальнего Востока. У нас получается как? По Камчатку приехали, там написана очень хорошая книга «История Камчатки», откуда-то приплыл Беринг, начал там строить и развивать, и обосновал город Камчатский. Сахалине откуда-то прибыли Тверские, Буссе, и тоже началось как бы жизнь российская. Интересное. Понятие, да? А все оказалось, что все шли с Якутска. Все Хабаровы, Москвитины, все вот эти Дежневы, они были якутскими языками. Поэтому с Якутска были открыты и весь северо-восток, Охотск, Камчатка, Чукотка и Аляска, Форт Росса, все было управлялось и направлялось Якутией. И Дальний Восток тоже. Вот у нас первый том об этом, второй том открытие, развитие по Дальнему Востоку. Поэтому посмотрите. У нас 6 томов, но, к сожалению, эта книга оказалась сейчас раритетом. Нету нигде уже, поэтому вот первый том, который для нас. О, такая ценность, надо же. Посмотрите. Но тут все ученые, мы получили очень много призов, различных этих. Письмо русского общества Шойгу, презентовалось в Кунсткамере, в Москве. Вот в этом году тоже 5 хотят 10 декабря, когда будут Дни Дальнего Востока в Москве. Поэтому милости просим, чтобы вы посмотрели, Обязательно. изучили. Но она просто, еще раз повторяем, это систематизация истории Дальнего Востока. У нас мы занимаемся экспедиционной деятельностью. Поэтому, про книги у нас, чтобы ориентировались, тоже есть буклет, такие есть, QR-код, адреса, все вот здесь есть. Ну вот у нас экспедиция, у нас вот получается 7-я экспедиция. Мы несколько экспедиций делаем по Хабаровску, это до Аяна с Якутска шли, заход через Охот шли, Тугуро-Чумиканский район, Хабаровский край, если вот что-то говорить, это были Шантарские острова, Николаевск на Амуре, вот и по Якутии были экспедиции, вот это про них описание. Так, и ну, у нас будут около 10 телепередач о наших экспедициях, о наших проектах. Ну, радиопередачи и так далее, все не считаем. Но сейчас впереди планы, что у нас там музей деланный специально был для пути великих свершений. Поэтому в этом плане мы ведем работу. Вот такое, не только книга, а это. И вот нам передаем от нашего Якутского музея их каталог, фотография от музея, что скажут, не передавали. Имени Ярославского, исторический музей Дальнего Востока. Все есть тут, посмотрите. Так. Это тоже их дела. Ага. Все. Общее фотографирование. Да, фотографировать.